Приветствую всех, кто смотрит это видео. Пишу я его для начинающих или для тех, кто не дошел еще до 10 уровня, скажем, играет где-то на пятом, шестом, седьмых уровнях. Пишу для средних игроков, не для крутых. Крутые ребята пускай смотрят другие видео, думаю, они будут поинтереснее. Пишу же для тех, кто играет для себя, не для статистики, а просто иногда проводит время за этой игрой. Я то же самое делаю. В принципе, я не гонюсь ни за карьерой, ни за статистикой, ни за тем, чтобы у меня там были какие-то результаты серьезные. И мои достижения, они очень скромны. В принципе, это уровень среднего игрока. И что я хочу сказать. Играть я начал 8 сентября 2014 года. Здесь внизу можно будет посмотреть. И видео пишется вот как раз 15 марта. Практически полгода, чуть-чуть с небольшим, я провел за этой игрой. Но довольно много времени уделял я этой игре с одной лишь целью. Посмотреть, пройти уровень игры от первого уровня, от самого первого, да, до последнего 10-го. Вот я в данном случае сейчас завершил свою цель. Конечно, первые 5 уровней, они проходятся довольно-таки легко. 6-е, 7-е, там уже надо побольше проводить времени. Ну и понятно, чем выше, тем сложнее. Сложнее в смысле времени. Больше времени нужно уделять для преодоления следующего уровня. Тут фактор времени, больше ничего такого здесь нет. Конечно, не все страны я исследовал. Во многих из них дошел, ну вот СССР ветка, я там в основном я дошел до 5-6 до 5-6 уровня. Немецкой ветки тоже дошел до 5 уровня. Потом идет ветка США, дошел где-то до 6 в некоторых местах, в основном до 5 опять-таки. Французов дошел до 5, 6 я не покупал, хотя здесь стоимость исследования, то есть возможно купить этот танк и уже поиграть, потанковать на нем. Так, британская ветка, также дошел до 5-6 уровня, тут даже до 7 я дошел. Так, это у нас Китай дошел до 5 уровня, ну и Япония тоже дошел до 5 уровня. Но вот вы заметили, что до 5 уровня можно будет проходить, но обычно это не сложно, а дальше уже фактор времени. И, конечно, я тут большую часть внимания уделил ветке СССР, большую часть времени, точнее говоря. И вот танки ИС, ИС-3, ИС-8, ИС-7. И вот давайте посмотрим, какие преимущества есть на верхних уровнях. Конечно, когда вы попадаете на 10 уровень, допустим, да, вот сейчас, ваш танк в любом случае будет он в топе. В первую пятерку он наверняка попадет, потому что, как правило, игры, то есть в рандоме или в случайных боях обычно закидывают 3 уровня. То есть 10, 9, 8, иногда даже захватывает 7. И в таком наборе, конечно, ваш танк он будет выглядеть как-то более мощнее. Давайте сейчас потанкуем. Я еще раз повторяю, я совершенно средний игрок. У меня на данный момент времени в ангаре всего лишь 48 тысяч серебра. Ну и давайте мы посмотрим, что у нас выйдет в игре. И я хочу показать вам результаты игры. Купила этот танк только что практически. Продав все свои танки, КВ-85, ИС-6 продал, ИС
ИС продал КВ-85. Так, у меня там еще были, Кромвель был. В общем, продавал эти танки и купил вот этот вот ИС-7, который я хотел увидеть у себя в ангаре. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас получится. Ну, вот видите, что танк сразу попал в топ, в пятерку. И с ИС-7 на 10 уровне вы всегда будете в топе лидеров. Это, конечно, с одной стороны неплохо, но это не гарантирует победы. Один выстрел здесь у ИС-7, он дает урона где-то около 500, скажем, плюс-минус 50, да. Ну, довольно неплохо. 3 выстрела, 1500. Допустим, если вы делаете 2 выстрела, попадаете 1000. Хотя для 10 уровня есть более такие мощные танки, они с одного выстрела там бой начинается. по 1000 уронов имеют. Но давайте посмотрим, что у нас тут сейчас получится. Если мы успеем сделать 2 правильных выстрела, у нас 1000 урон будет. Ну, если победим, посмотрим. Если проиграем, конечно, мы уйдем точно в минус, наверное. Если, конечно, не набьем где-то 2-3 тысячи очей, да, дамага. Но боюсь, что у нас это не случится. Танк медленный, ну, тяжелый танк, у него скорость где-то, ну, вот сейчас видите, 30, 35, да, 30, 25, очень медленный танк. На КВ-85 можно быстрее двигаться. Ну, у тяжелого танка и нет задачи двигаться быстрее. Так, ну давайте мы чуть-чуть продвинемся вперед. Нам нужно посмотреть, может, все-таки исследуем. Движение невозможно. Есть попадание. Так, меня они... Вот видите, уже 505 уронов они мне дали. Движение невозможно. Так, причем меня заряжают очень долго. Ну вот. Все. Сразу убили. Причем только я успел сделать 1 выстрел. Ну, может быть, это и хорошо. Мы сейчас увидим результаты такой игры. Ну, самой такой стоковой игры, да. Самой плохой игры. Зато мы посмотрим, что будет происходить в этом случае. Давайте понаблюдаем за игроками. Уже команда проигрывает 0-2. Ну, думаю, наверное, сложно будет вытянуть игру на победу при таком начале. Хотя бывает всяко разно. Ну, сейчас я видел. Счет выровняли. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Счет пока ровный. Ну, пока идут бои, здесь можно что прокомментировать. Вот. Если вы посмотрите вниз влево, там по моему танку, по ИС-7, в общем, пострелял ИС-4. Это танк платный. Я же сейчас играю в бесплатном варианте.
Я вообще ни копейки не платил за то, чтобы дойти до 10 уровня. А многие покупают танки за деньги. Но тут есть такая возможность. У ИСа-4 пробивные очки, видите, да, 505, 396, 402. Чуть тоже 400 до 500 у него идет дамага при одном выстреле. Но потом Т-57 Heavy, тоже таки довольно интересный танк. Он сразу с одного заряда делает несколько выстрелов. И практически вот эти два танка, они завершили жизнь моего, скажем, ИС-7. Но ИС-7 довольно неплохо рикошетит на самом деле. Тут вот один рикошет у ИС-4. Так, мы видим, что команда выигрывает на 3 танка. Повреждение боеукладки. Вот интересно всегда смотреть за игроками легких танков, которые всегда вот таким образом колесят. Но это два равнозначных танка. Посмотрим, кто из них возьмет. Ну, думаю, что да, он поймал его. Я не все танки хорошо знаю и не все возможности знаю по пробитию, по тому, куда лучше стрелять. Это, конечно, знают уже мастера, которые целенаправленно занимаются изучением слабых мест и, конечно, даже на этом наверняка тренируются. Ну, в общем, те, которые каким-то образом пытаются здесь специализироваться. У меня же такой задачи не было. Моя задача была дойти до 10 уровня и посмотреть, что интересного на каждом из них. Ну и вот мы сейчас видим уровень боя вот на 10 уровне. И там, то есть на любом уровне есть свои слабые игроки, такие как я, да, обзывают обычно их, да, возможно и по делам, это олени нуба, да, и так далее. Вот эта вся лексика, употребляемая для уничижения других игроков, ну, в принципе, это мне это, конечно, не нравится, но куда деваться. В случае проигрыша, конечно, все становятся оленями и нубами, и всегда находится человек, который более продвинут именно в данной игре, хотя не всегда факт, что лучшие игроки могут всегда хорошо играть. То есть это дело случая на самом деле. Поэтому игра называется рандомная, случайная игра, случайный подбор команд. И тут как раз рандомная игра, тем мне интересно, что здесь заранее нельзя отработать какие-то тактики. Все идет в каком-то хаотическом порядке. Но и этот хаос, то есть нужно правильно ориентироваться в хаосе. Итак, у них Е100, Е75. Но Е100 довольно-таки непробивной танк. Особенно спереди у него броня мощная.
Ну, как у всех танков, наверное. Так, ищут они, ищут. Нам сейчас будет важен результат в случае исхода победы. В случае поражения, конечно, он будет другой. И наверняка в таком большом минусе. Где-то, если набиваешь дамаг в районе 500 очков, то в случае поражения минус 20, наверное, точно будет обеспечен. Но в случае успеха посмотрим. Минус будет тоже, но меньше. Вот в чем неудобство 10 уровня, когда у вас нет большого дамага, нет большого, то есть вы не смогли набить большое количество очей, то вы в любом случае уйдете в минус. Этого нет в 5-6 уровнях, в 4-м, 5-м, 6 уровнях. Там даже если вы проигрываете, у вас все равно идет плюсовой баланс. Это удобство игры как раз на этих уровнях, и именно на этих уровнях и пытаемся заработать серебро для дальнейшей игры. Если, конечно, у вас в ангаре есть танки 5, 6, 8 уровня, конечно, вы можете зарабатывать серебро и поддерживать игру танка на 10 уровне. Я думаю, это, наверное, сделаю. У меня пока есть ПТСАУ 4 уровня, Мердер. И я с помощью его поддерживаю игру вот этого. Если на ИС-7 я ухожу в минус, то на Мердере я обязательно накапливаю положительный баланс. Движение невозможно. Повреждение бака. Так, ну вот, да, посмотрим, сумеют ли они сейчас одолеть от этих два тяжелых больших танка. Там вдали мощно откатилась. Движение невозможно. Башка танка, если можно так назвать. Двигатель поврежден. Максимальная скорость. Так, да. Ну что сделать арта? Она ничего не сделает с этими двумя, если не подсвечивать. Так, две арты наверняка не победят. Все, игра проиграна. Да, там правильное замечание делать, просто надо свет надо было давать, а он начал обстреливать их. В общем, игра, конечно, завершается неправильно. Было бы неплохо просто подсветить, действительно, арта могла бы по ним бить, а сейчас они вслепую будут ударять и практически не выйдут. Сейчас все. В общем, игра проиграна, по сути. Ну и мы сейчас увидим наш собственный результат с 10 уровня. Раки, чё? Да, раки, конечно, надо признать. Мы раки в данном случае. Ну и вот смотрим. Вот это вот самая такая неудобная часть. Видите, личный результат без премиум я играю. Минус 17 тысяч, да, всего 238 опыта. Это при том, что с одного выстрела всего сделано 492 дамага. Подробный отчет, вот видите, да, вот ремонт техники, то есть стоимость танка 24 тысячи. Ну и каждый выстрел здесь обходится в 1000 рублей. Я сделал всего 2 выстрела, да, по-моему. Сейчас посмотрим, да. Произведено 2 выстрела, один из них промазал, второй попал. Вот таковы
возможности танка на 10 уровне. Стоимость одного выстрела мы сейчас посмотрим здесь. Вот видите, да, 130 миллиметровый бронебойный пробивает, и он покупается за 1118 серебра один выстрел. Давайте посмотрим еще раз следующую игру. Может быть, нам больше повезет. Посмотрим другой бой, поучаствуем в нем. Эта игра, конечно, у нас была плохая, но я говорил, что в этом смысле я не мастер, я довольно-таки очень средний игрок. Ну и вот теперь мы на карте Песчаная река. И здесь из 7 попадает в самый верх, то есть это топовый вариант. Опять-таки, и опять в наборе участвуют танки с 9, 8 и даже 7 уровня. Это 7 уровень, наверняка это Артан должно быть. Хотя не всегда. Посмотрим, что мы здесь сумеем вытащить из этого танка. Что сделают наши руки, наши мозги, да? Ну, поехали. Я говорю, что играю на 10 уровне. Вот-вот только 2-3 дня. Поэтому таких профессиональных комментариев от меня, конечно, не ждите. Я сам тут ученик. Но моя задача показать именно ученический вариант, то есть вариант игры на 10 уровне. Такого среднего игрока, как я. Так, я намеренно как бы выползаю вперед, но хочу посмотреть, как меня будут пробивать, если будут пробивать, да. Я сказал, что танк медленный. Но ХП у этого танка 2150. То есть на 4 выстрела, да? Так, 2 выстрела по мне сделали. Вот этот танк, он неплохо рикошетит. 2 раза, то есть они мне урона не дали по рикошету. Тут меня даже на честный бой вызывает, но комментарии довольно-таки интересные и разнообразные у игроков. Тут познаешь всю лексику русского языка. В звездочках, конечно, сначала. Так, они ведут в счете, ну, думаю, что игра, наверное... Да, уже игра наверняка проиграна. Потому что уже 6. Суметь бы мне хотя бы один выстрел правильно поражающий сотворить. Пока я тут лазил, грубо говоря. Вот видите, дамаг, да? То есть смотрите, опять... Да. Теперь попали. Но попали как? Преимущество танка ИС в том, что он хорошо рикошетит. Это действительно так. Давайте посмотрим, попадем. Нет, мы по нему. Не пробил. Не пробил, вот видите. Но перезаряжаться будет сейчас он долго.
Сумел убить одного. Уничтожен. Движение невозможно. Танк уничтожен. Да, вот этот вот танк, он делает сразу несколько выстрелов, и если попадаешься, ну, я не успел развернуться, он 3 выстрелами подряд, в общем-то, сразу срубил мне из... Я успел сделать всего 2 выстрела. Ну и 2 танка смог убрать, уничтожить. Так, ну вот видите, да, результат боя. Он довольно неплохо рикошетит, этот танк из 7-й, что мне нравится, то есть не сразу убивает его. Ну и если правильно танковать на нем, то это довольно-таки хороший танк для того, чтобы чувствовать себя в каком-то смысле удовлетворительно, то есть получать от этого какое-то небольшое удовольствие. Ну и результат, конечно, у нас будет минусовой, печальный, опять-таки, да. И вот, видимо, опять-таки минус 20 тысяч. Это серебра. В командном зачете мы заняли где-то середку. Это, конечно, скромный, я говорю еще раз, результат. Ну и вот ремонт 24 с небольшим, с половиной, скажем, да, грубо. Потом идет расход на боекомплект. И вот идет снаряжение. Таким образом у нас минус 20. Заработали всего 11 тысяч серебра. Это вызвало поражение. Давайте еще раз протанкуем один раз. У нас всего 10 тысяч серебра. Один раз сыграем. Я думаю, наверное, если уйдем в минус, то мне придется уже с помощью Мардера потом набирать вот эти вот очки, зарабатывать серебро для последующей игры на ИС-7. Но теперь еще раз проверим. Еще раз посмотрим на практике, как будет играть средний игрок. Нужен ли ему такой танк ИС-7 на 10 уровне, если денег нет в ангаре. Если, конечно, денег много, то есть натанковали, да, здесь, то, конечно, даже если в случае минуса, вы будете иметь возможность продолжать игру дальше. Ну вот сейчас мы стоим сверху 4-ми. То есть входим опять в первую 5-ку лидеров. По расположению имеется в виду, по накрутке, да, по уровню танков. Опять у нас 10-й, 9-й, 8-й уровни. 7-го уровня уже тут нет. Бой начинается. Но поехали, что называется, в гуще событий. Так, это разведчик. Так, не попали. Было бы хорошо, если бы попали, конечно.
Итак. Ну что, мы попробуем сейчас выцелить, подождать, если они еще раз высунутся. Суметь попасть нам надо. Да, конечно, когда стоишь, арта накрывает четко. И если нас сейчас накроет арта, то считай... мы быстренько выйдем из игры. Так, средний танк Т-54 пошел. Но наверняка они уже явно не выскочат, потому что они уже видят, что тут их ждут. Давай я в поддержку среднего танка подъеду. Так, я что, один остался? Ну вот, да, в рандомной игре не договоришься, поэтому практически, если сейчас они мне с обеих сторон два танка выйдут, то практически я лишу своего танка быстренько. Если еще арта меня накроет, это будет вообще замечательно. Что мне надо отползать в таком случае, ибо поддержки-то нет у меня. Так, конечно, я могу попросить помощи у арты, если они, конечно, меня увидят. Но в таком случае... Так, ну что, я отполз. Вот. Вот этот рикошет, он мне нравится. Теперь мы попробуем сами, в свою очередь, танковать, пострелять. Вот не пробил. Шанс разрыва увеличен. Готов. Есть пробитие. Так, у меня он очень долго перезаряжается, конечно. 14 секунд, практически 15.
Что-то я его сбоку не смог пробить. Но, в общем, я надамажил 1273 очка. И давайте посмотрим результаты. Результаты. Да, ушел опять в минус, но минус не такой большой, да, не 20 тысяч, а минус 7. Это случай поражения. 1273 опять-таки в средней позиции. Вот. У нас так ремонт танка обходится в 24 тысячи с лишним. Ну давайте, у нас еще есть... А нет, все, больше возможностей нет. 3000 мы... Все, мы уже дальше играть не можем. Но вот это я как раз хотел показать, что если денег нет в ангаре, дальше вы с танком 10 уровня уже ничего не сделаете, он у вас будет стоять тут бесполезно. Потому что обслуживание танка, вот покупка, в данном случае, да, каждого боекомплекта стоит 1117 серебра. И в данном случае надо заплатить 11 тысяч. Ну, в общем, вот это вот минусы бесплатной игры. Еще раз хочу заметить, это минусы бесплатности. Если, конечно, вы купите премиум аккаунт, предположим, в случае премиума у вас было бы 921 серебра, да, даже если вы проиграли бы. Плюс, ну, уже были бы в плюсе. То есть, иначе говоря, если играть в платном варианте, то премиум аккаунт он дает, конечно, преимущество. Даже на 10 уровне можно, в принципе, танковать такому игроку, как я, долго играть и получать удовольствие от этого. Но если же вы не хотите платить деньги, то вы такого удовольствия не получаете. Ну что ж, я завершаю на этом видео. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Я хотел сказать лишь то, что на 10 уровне, на любом танке практически, вот, да, любой ветки вы будете уходить в минус. Какие бы то ни были хорошие танки. Почему? Потому что сама идея игры, ну, я думаю, это уже всю жизнь бизнес на самом деле. Вы должны купить премиум аккаунт. Идея такова. Еще раз спасибо за внимание. С вами был Тадархан.